Видите, ничего не изменилось. Когда говорится «Жаңа Казахстан», вы все прекрасно знаете, что это тотальная ложь. Нет никакого «Жаңа Казахстан». Это старый Казахстан Назарбаева, который остался тем же, и продолжателем этого старого Казахстана является Токаев, который вам байки про Жаңа Казахстан рассказывает. Я думаю, что вы все это поняли. Токаев недавно вообще выступил с речью, что оказывается у нас нет политического преследования. И это в условиях, когда сидят журналист Думан Мухаммедкарим, лидер партии Алга Казахстан Марат Жыламбаев и много других активистов, которым сфабриковали обвинения. И этот человек, Токаев, заявляет, что оказывается нет законов, которые позволяют политически преследовать людей, пытать, что оказывается для этого нужен специальный орган. Видите, нагло врет, и вы все это видите. Тем не менее, я слышу какой-то хор: а давайте подождем, а давайте поверим, а давайте доверимся, а давайте дадим ему еще срок. Он президент страны уже 5 лет. Я хочу вас проинформировать, что в Южной Корее президентом может быть человек один раз и 5 лет максимум. Больше он никогда не может участвовать на выборах, ни на повторных, в принципе никогда. Но мы все знаем, что такое Южная Корея. Тысячи наших земляков рвутся в Южной Корее, чтобы заработать свои 1,5–2 миллиона тенге за ту же работу, которую они делают в Казахстане. На стройках убирает мусор, что мусор в Южной Корее он другой, чем мусор в Казахстане. Наш даже хуже. И как так получается, что в Южной Корее наши люди получают 1,5–2 миллиона тенге, а в Казахстане не могут даже близко заработать этих денег. И вот в Южной Корее президентом страны может быть человек максимум 5 лет. Токаев у власти уже 5 лет. Уже 5 лет, и мы видим только провалы. И поэтому вывод очень простой, уважаемые друзья. От этого режима бесполезно что-либо ждать. И в этом смысле, конечно, меня удивляют наши нефтяники. Они молодцы, вышли на забастовки, количество протестующих увеличилось, но они уже месяц стоят и молят кого? Токаева. Токаев, помоги, Токаев, обрати внимание. Я слышу такие слова, что почему власть не решает, почему депутаты не приезжают. Представители Житбая полетели, кое-как добрались до Астаны, с ними не встретился ни один депутат. Пора уже прозревать, уважаемые нефтяники, вообще все протестующие мангиставы и вообще все граждане страны. Пора прозревать. Во-первых, депутатов назначает Токаев, они являются вашими избранниками. Поэтому они к вам не приедут решать ваши проблемы. А если и приедут, только для видимости. Поговорят и все, ничего не решится. Токаев тоже не будет ничего решать, потому что эта власть, она принадлежит ему одному, он контролирует все богатства страны, а вы будете умолять. Обратите внимание, что в диктаторских системах все идентично. В России то же самое происходит. Валятся ТЭЦ, у них проблемы с водой, они выходят десятками, сотнями людей, обратите внимание, и говорят: Владимир Владимирович, мы замерзаем, мы не просто мерзнем, мы замерзаем. То есть во всех диктаторских странах люди, которые не участвуют в выборах, не выбирают свою власть, они все время обращаются к одному человеку и просят его помочь. А как миллионы человек могут ждать помощи от одного человека? Я ему написал, он мне не ответил. Он говорит: да он ваши письма не читает, потому что невозможно человеку от миллионов получать сообщения и их вообще читать. Где вы видели, чтобы кто-то в Америке выходил и говорил: Байден, я тут замерзаю, помогите. Или нефтяники Америки выходили: Байден, нам мало платят зарплату. Или во Франции Макрону, здесь французы сидели, были: Макрон, мы замерзаем, помоги нам. Это почему не происходит? Не только потому, что там хорошо живут. Они в первую очередь хорошо живут, потому что они активны. Посмотрите, что происходит в Германии. С 8 января аграрии объявили тотальную забастовку. Они тракторами блокируют дороги, площади. Остановилась железная дорога. И я видел в комментариях: вот когда наши с тракторами поедут, их начнут стрелять. Или у них на Западе работают законы. Или
у них другой президент. Нет, уважаемые друзья, там другой народ. Если кто-то попытается дать указание стрелять против людей, по людям, ну, во-первых, это не выполнит полиция, потому что законы страны это запрещают делать, и никто просто не исполнит. А если кто-то попытается, его просто разорвут на части. Они не будут прятаться, а миллионами выйдут, разорвут на части. И разорвут на части того, кто дал приказ. Видите, в чем разница? Наши люди говорят, что у них не стреляет, у них работает закон. А закон в этих странах, в Европе и на Западе, заставляет исполнять сами люди. Если его кто-то нарушает, они миллионами выходят. Они выходят даже если им никто не даст разрешения. Я здесь в Париже видел, когда местное правительство запретило митинги в поддержку Палестины, тем не менее, десятки тысяч людей в центре Парижа буквально шли с разных сторон, и полиция была бессильна, и она ничего не смогла бы сделать, потому что если бы полиция попыталась бы применить силу, эти десятки тысяч людей просто бы их растоптали бы. Понимаете, вот в чем разница. А наши люди стоят жалобно, Касым-Жомарт, еще главное, Касым-Жомарт говорит, Курметті Касым-Жомарт Кемелұлы, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Как можно уважать человека, который расстрелял собственный народ? Как можно уважать президента, так называемого, которого вы не избирали, который все время врет, и такого человека говорить уважаем, это значит не уважать самого себя. Понимаете? Вот я здесь во Франции видел, а затем что здесь? Высший суд административно отменил решение правительства и заявив, что запрет на выход на митинги является неконституционным. Понимаете? И почему так делают судьи, почему так делают полицейские, почему они не исполняют приказы преступные? Потому что они свободные, независимые люди. И если кто-то попытается нарушить закон, ни один человек просто не исполнит, ни один. Вот в чем суть. А у нас в стране получается, что каждый ждет приказа сверху, и вот если ему скажут устно, даже в нарушении закона, он готов его исполнять. Вот в чем разница. То есть люди не боятся власти, потому что эта власть избрана ими, И они по любому поводу выходят на протесты. В Германии по итогам 2023 года около 4500 митингов было. А это самая богатая и процветающая страна в Евросоюзе. Самая богатая. Доля ее экономики в Евросоюзе порядка 20%. Это очень много. Здесь 27 стран в Евросоюзе, ее доля в экономике 20%. Средняя зарплата в Германии свыше 2 миллионов тенге. И тем не менее они массово выходят на протесты и выжимают, выдавливают, требуют и давят. Не потому что там законы работают, не потому что им кто-то дает разрешение на митинги. Нет, они просто действуют, организовываются, объединяются. Они не стоят на коленях, не ноют, говорят, ой, там, канцлер, помоги. Там канцлер сам бегает перед ними, потому что там их огромное количество. Я, собственно, обращаюсь к нефтяникам Житомира, Мангостау и говорю, что для того, чтобы ваш протест был сильный, чтобы вас услышали, необходимо, чтобы действия нефтяников были по всем 5 нефтяным регионам нашей страны. Атырау, Уральск, Актубе, Кызылорда и Мангостау. Только объединенными усилиями можно добиться выполнения всех требований.